Почему возникла необходимость внесения изменений в Конституцию Республики? Конституция Республики, как основной закон, конечно, регулирует основные аспекты нашей жизни, да? Взаимоотношения органов исполнения власти, права и свобод наших граждан. Но, тем не менее, в процессе нашей жизни, конечно, возникает актуальность внесения тех или иных изменений. На основе чего эти изменения возникают? Конечно же, некоторые позиции могут приходить в противоречие с нашими федеральными нормами, или Конституцией Российской Федерации, или теми законами, которые принимаются на федеральном уровне. Эти противоречия, конечно же, могут создавать определенные трудности во взаимодействии органов исполнительной власти и также мешать, как говорится, реализации прав и свобод граждан. Поэтому и в соответствии с этим вносятся изменения. Это раз. Второе, конечно же, с 1992 года, как мы приняли Конституцию, в нее тоже вносились изменения, и не раз, это 11 раз вносились изменения, более 40 изменений внесены, и все изменения подвергаются достаточно широкому обсуждению. Сразу так или иначе не принимаются изменения, они обсуждаются на уровне Конституционной комиссии, на уровне публичных слушаний, на уровне тех или иных экспертных площадок. Вот. Поэтому сегодня есть у нас основания, чтобы вносить изменения. Это, во-первых, мы в 2021 году, Российская Федерация приняла закон за номером ФЗ-414 об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, а также вот весной этого года был принят закон за номером ФЗ-33 об общих принципах организации местного самоуправления в системе единой публичной власти.